Накануне праздника поезд-музей «Сила в правде» прибыл на белорусский вокзал Москвы. Внутри поезда образцы вооружения, военная техника, форма времен Великой Отечественной войны. На белорусском вокзале музей на колесах встретили в торжественной обстановке, как это было в материале Айсены Бурнашовой. Этим сигналом поезд оповещает о своем прибытии. Позади 34 тысячи километров и 76 дней пути. Музей на колесах остановился в 75 городах страны. Его экспозиции посетили более полумиллиона человек. В Москве поезд первым встретил замминистра обороны страны. Активно посещали тематические вагоны? Очень, да. Молодцы. Агитационный поезд «Сила в правде» начал курсировать по городам России 23 февраля. Сегодня вернулся в Москву. В составе поезда всего 9 тематических вагонов, каждый из которых рассказывает о мужестве и героизме российских военнослужащих. В первом военная техника ВСУ, автоматы, пулеметы, дроны и даже украинская геральдика. Все с зоны проведения специальной военной операции. Второй вагон посвящен Великой Отечественной войне. Представлены копии знамен, портреты героев и тот самый плакат «Дойдем до Берлина». Кстати, его в оригинале еще будучи мальчишкой видел фронтовик адмирал Свет Савич Турунов. Мне было 15 лет, когда началась война. Окончил я ее в 19. Изгнать фашизм с нашей земли. Акция «Сила правды», которая сейчас происходит, позволяет широко осветить и нашу историю, и традиции наших доблестных вооруженных сил, которые и сегодня стоят на границе незыблемых ценностей нашей Родины. Единство армии и народа – главная ценность нашей страны. Так было во все времена. За вклад республики в победу, за оказание помощи бойцам СВО главе Якутии Айсену Николаеву вручили ведомственную медаль Минобороны за помощь и милосердие. Акция Минобороны «Сила в правде» с военным эшелоном проведена впервые. Символично, что на белорусский вокзал сегодня также прибыл и второй поезд «Ретро», ровно как и 79 лет назад, когда советские солдаты, герои вернулись с Берлина с победой. Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Москва.